Услышав казачью песню, перед глазами мысленным взором возникает бескрайняя даль степи, где звучный голос уносится вместе с ветром вперед. Казачьи песни пели люди, горячо любившие свою землю, верно служившие родине и защищавшие ее от врагов. Коллектив, который у нас сегодня в гостях, хоть и молодой, но уже завоевал симпатии зрителей не только у нас в Осетии, но и далеко за ее пределами. Впереди нас ждет интересная беседа с руководителем и участниками ансамбля. Будем слушать много красивых песен в их исполнении. А пока смотрим сюжет. Каждый человек найдет массу способов развлекаться и просвещаться за пределами дома и работы, но ни в какое сравнение это не идет с посещением культурно-досуговых учреждений. Районный дворец культуры города Моздока – это центр общественной и культурной жизни жителей города и района, место общения, развития творческих способностей. Государственный ансамбль «Казаки Терека» родился на Моздокской земле в 2011 году. Артистов подбирали долго, а нужно было еще купить музыкальные инструменты, звуковую аппаратуру, выстроить репертуарную политику. Добрый день, добрый день, добрый день. И просто три звучат «добрый день». Ну, начиналось все не так просто, как хотелось бы. Конечно, мы были очень воодушевлены этой идеей, что у нас будет свой казачий коллектив, тем более молодежный. Стояла кудрява. Для того, чтобы создать хороший коллектив, нужно, чтобы были вокалисты или хотя бы хоровики, дирижеры. Ну, это очень сложно в Моздоке. И мы приглашали разных вокалистов. Какие-то выпускники были мои, какие-то выпускники Лилии Вячеславны. Желание донести до слушателей красоту звучания и смысл казачьих песен дало нужные плоды. Артисты возрождают и старые забытые мотивы, которыми делятся жители станиц. Казак, умирая, просил, умоляя, насыпать куда на могилу голова, как некогда жил казак на чужбине он помнил о милой родной стороне. Все эти песни мы любим, мы их поем, эти песни. У меня бабушка всегда пела все песни, сейчас полюбила. А раньше я любила больше джаз, классику. Конечно, они тоже влюбляются в эти песни, они проникаются этим содержанием, ведь это же все о жизни, это все о каких-то эмоциях, событиях. А у казаков всегда были такие более трагические события, они все время воевали. Все время уходили на войну, их то встречали с войны, то опять провожали, и женщины оставались вот за мужчин, и детей воспитывали, и в полях работали. Ну вот об этом мы в основном поем, о казачьей доле. Донских казаков и кубанских казаков, это у них гармония, она строится вертикальная гармония, а у терских горизонтальная, то есть у них очень много распевов. Один голос ведет, и идут подголоски сверху, снизу, в таком плане отличается еще. Ну и, конечно, тематика, мы про терек поем. Эта работа помогает сохранять и приумножать не только традиции ансамбля, но и традиции казачества. Участники ансамбля исполняют патриотические, строевые, лирические и шуточные песни. Россия моя, Россия. В репертуаре ансамбля уже более 100 произведений и композиций. А летом 2021 года казаки Терека торжественно и величаво отпраздновали свое десятилетие на сцене районного дворца культуры. Друзья, итак, у нас в гостях государственный ансамбль «Казаки Терека». И беседу начну с руководителем ансамбля Лилией Вячеславной Максимовой. Лиля, как мы узнали из сюжета, ансамбль хоть и молодой, но уже со своей историей. Менялся уже состав, соответственно, менялся репертуар. Но расскажите нам сами подробнее про это. Добрый день.
Очень приятно находиться здесь в студии. В 2011 году было принято решение о создании государственного ансамбля «Казаки Терека» для пропаганды. Здесь вот мы должны поблагодарить... Да, мы должны поблагодарить главу нашего района тогда, это Паринова Вячеслава Семеновича, и, конечно, Фатиму Сасламбековну, которая много приложила сил для того, чтобы этот коллектив состоялся. Поначалу, конечно, были трудности и с подбором людей, и с подбором репертуара, и костюмов. Но все это позади. Да, вот у вас уже через полгода, по-моему, да, состоялось первое выступление. Да, ровно через полгода мы, как раз это был мой юбилейный концерт, и первая песня, которую мы исполнили, это было как раз вот на моем юбилейном концерте. Зрители очень тепло встретили, это послужило стимулом для того, чтобы развиваться, для того, чтобы находить свой репертуар, свое лицо. Я знаю, что вы очень-очень умело подошли еще и к подбору песен. Да, конечно. Я хочу сказать, что вначале, конечно, мне помогали очень мои коллеги, которые, значит, подбирали. Мы слушали этот репертуар. Вот. Для меня это тоже было ново. Но я училась, я читала, я смотрела много литературы, я знакомилась с бытом и творчеством казачества и, работала в этом направлении, чтобы как можно больше знать о казаках. Да, вот у вас есть в репертуаре, я знаю, песня «Темница». Вот расскажите нам про эту песню. Во-первых, это песня донских казаков. Это историческая песня. Она где-то была записана на рубеже XIX века. Вот. И когда я ее впервые услышала, она настолько произвела на меня такое впечатление, что я, даже не имея того состава, мужчин, который у нас есть, все равно решила, что эта песня будет в нашем репертуаре. Были определенные трудности, конечно, но настолько она понравилась вообще всем, и женщинам, и мужчинам, что мы ее с огромным удовольствием исполняем и стараемся включать ее почти во все наши концерты. Лиль, я в начале передачи обещала нашим зрителям, что мы сегодня будем слушать много красивых казачьих песен. И с нетерпением, я думаю, что зритель уже ждет первый наш музыкальный номер. Песня «Темница» сейчас будет звучать в исполнении казаков Терека. Чернобровую мою девицу дала, златогривого да ну коня я. Эх, чернобровую мою девицу дала, златогривого да ну коня. Ай да конь гуляет, аю в чистом поле, без узды скачит и он по воле. Читаем гривой свия, ищет хвост по ветру, а он распустил и резво скачет. Читаем гривой свищет хвост по ветру, а он распустил. Чернобровая она девица, слышно в тереме она живет. Чернобровая она девица, слышно в тереме она живет. Ой, да. В тереме окно было высоко, дверь железна, она под замком. И в тереме окно было высоко, дверь
по воле, конь гуляет, а в чистом поле, без узды, скачет и он по воле. Резво скачет, а он грива свия ищет, хвост по ветру, а он распустил и резво скачет, а он грива свищет, хвост по ветру, а он распустил. Айда! Конь резво скачет, а он грива свия ищет, хвост по ветру, а он распустил и резво скачет, а он грива свищет, хвост по ветру, а он распустил. Айда! Лиля, сейчас вот у вас очень активная концертная деятельность ансамбля, и с каждым годом зритель замечает, что у вас очень много роскошных костюмов. А как вы вот костюмы, кто вам помогает придумывать эти образы? Ну, во-первых, конечно, я очень благодарна нашему Министерству культуры, потому что вот эти замечательные костюмы, которые вы видите, это, конечно, помощь нашего министерства. Эти костюмы, значит, мы, во-первых, сами смотрим всегда вместе с балетмейстером, выбираем, учитывая то, что это терские костюмы, то есть есть определенные какие-то такие направления. Вот. И так получилось, что я нашла значит, замечательную швею, которая работает в Краснодаре и которая шила костюмы для хора кубанских казаков. Здорово, Вот, да. поэтому вот эти костюмы, которые вот вы увидите, в которых выступят наши артисты, это были пошиты в городе Краснодаре, в профессиональной студии. Мы долго очень разбирались, как нужно сделать. Подбирали ткань, подбирали рисунок, подбирали вышивку, подбирали, в общем, все, чтобы это было сочетание, и чтобы это было очень красиво, нарядно. И, конечно, в этом помогала еще и балетмейстер наш, ну и также художник по костюмам, это Алла Витальевна, которая вот очень добросовестно отнеслась к моей просьбе. Да, ну видно, что человек знает историю, да, историю Да, казачества. конечно, и, да, конечно. Это сразу видно бывает по костюму. Да, конечно, обязательно. Это однозначно, потому что, собственно говоря, терские казаки отличаются тем, что у них в основном цвета синие. Начнем с того, что концерт был необычный. Вот расскажите про вашу задумку. Значит, ну, я хотела сказать о том, что мы подгадали с датой, то есть это ровно, вот буквально там на 3 дня после нашего создания. Вот официально наш коллектив создан 11 мая, мы сделали его 15-го, то есть буквально даже 4 дня, извините. Я хочу сказать, что мы сначала собрались 7 составом нашим, то есть это хормейстер, балетмейстер, наша баянистка, я. Мы стали думать о том, как сделать так, чтобы зрителю было интересно, чтобы он пришел и посмотрел, чем же мы вообще все эти 10 лет занимаемся. И у меня, например, такая возникла идея показать один день из жизни казаков Терека. Мы это обсудили, мы это решили, потому что я думаю, что это было бы интересно посмотреть именно, ну, если так можно сказать, черновую работу. Да, Ту за работу, кулисы заглянуть, да? которую, в общем, ведется вот на протяжении каждой, ну, целой недели. То есть каждый день они работают. И мы, значит, придумали о том, чтобы сначала показать небольшой такой отрывок из того, чем занимаются они на вокале.
Вот, показать, как они распеваются. Урок как они вокала, говорят. урок вокала, да. хореографии, да. А после этого, значит, конечно, показали еще и урок хореографии. И хормейстер, и балетмейстер продумали очень, как кратко, в такой буквально там совершенно там 5-7-минутной зарисовке показать, чем занимаются казаки. Там было все показано. И как мы работаем с дыханием, и как мы распеваемся, и какие они говорят скороговорки, и как нужно работать над речью, как правильно петь гаммы и так далее. И они кусочек спели акапелла. А после этого пригласили мы наших зрителей, чтобы они посмотрели, как же они занимаются хореографией. Я даже скажу такое, что были такие технические трудности, мы даже выставили туда станки. Станки, да. Станки. Это было, конечно, очень сложно, но мы это сделали. Вот, все продумали даже вплоть до того, что как их будут красиво выносить. Вот. И Наталья Михайловна, наш балетмейстер Ломакина, придумала, значит, такие зарисовки, когда показала, как они работают на середине, как они работают возле станка, как они работают, значит, вместе, ну и по отдельности. Такая была вот экспозиция. А после, конечно, было приятное. Было награждение и вручение и благодарственных писем. От министерства, Да, да? от министра культуры, тогда был Кубалов. Не было ни одного человека, кто бы не был отмечен, в общем, нашим руководством. Все получили награды, даже водитель наш. Я знаю, сделали что к вам так. еще приезжали гости Да. тоже, да? Из Перми приехал Да. Владимир Тайсаев. Да. Значит, вот по роду нашей деятельности мы бываем везде. И очень часто выезжаем в Калмыкию, где нас уже хорошо знают, встречают. И я очень хотела, чтобы вот именно гости из Элисты к нам приехали. Они приехали, вот, потом мы пригласили коллектив из Краснодара, с Краснодарского края, вернее, и этот коллектив тоже приехал к нам. А также мы давно дружим уже и с нашими артистами заслуженными. Это и Эдуард Дауров, это и Сослан Зуцев, и это мой однокурсник, в общем, это мой коллега тоже, это Владимир Тайсаев, который прилетел к нам из Перми. Это было просто необычно, это было так трогательно, потому что человек не посчитался ни со временем, ни с расстояниями, ни, что говорить, ни с материальной стороной. Он приехал к нам и доставил всем огромнейшее удовольствие, потому что на сцене звучали песни в исполнении этих заслуженных артистов, но когда прозвучало оперные вещи, это вообще было просто невероятно. Зал просто, наверное, не знаю, вот такими теплыми аплодисментами встречал. В общем, каждое выступление. У Володи там даже случилась такая небольшая техническая заминка, у него там отключился микрофон, он все равно спел. Наверное, Все это своим было басом. настолько здорово вообще. Вот там Удивил, зритель да. его долго не хотел отпускать. Вот настолько был благодарен. Точно так же очень хорошо принимали и делегацию из Калмыкии, точно таким же теплом принимали и делегацию из Краснодарского края. В общем, такой был разнообразный такой был концерт. Я думаю, что и ансамбль «Казаки Терека» не подкачал Нет, тоже. нет, потому что мы настолько вот тщательно подбирали репертуар, и вот сегодня мы покажем как бы песни такие, которые называются попурри на тему казачьих песен. Почему я такое сделала, такое направление? Потому что вот те песни, которые сегодня прозвучат и исполнят наши артисты, я их назвала «Золотой фонд ансамбля «Казаки Терека». То есть это песни, которые постоянно у нас использовались в наших концертах. И зритель очень это одобрил. А давайте нашему зрителю тоже покажем ваши попурри. Давайте. На горе стоял казак, он Богу молился за свободу, за народ, низко поклонился. Ой, святый,
нашей земле. Мое сердце не устало петь, но песню о тебе. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Горянка, горянка, веселая южанка, как наши горы снежные, прекрасная и нежная. Ой, за победою пришел казак, я не знаю, как и рассказать. Изба сгорела, черная земля, а где ж его Любушка, наверно, лебедушкой умчалась в дальние края. А где ж его Любушка, наверно, лебедушкой умчалась в дальние края. Ой, загулял, загулял казак, да заплаканы глаза. Ой, загулял, загулял казак, ой, загулял, загулял казак, ой, загулял, 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 загулял. Їхали козаченьки степом долиною, там зустріли дівчиноньку з русою косою. Коса в'ється до пояса, в'ється за плечами, поїхали дівчинонька з нами козаками. Коса в'ється до пояса, в'ється за плечами, поїхали дівчинонька з нами козаками. Трава моя, трава, трава зеленая, трава моя, трава, трава зеленая. Я по той по травке ходила, гуляла, я по той по травке ходила, гуляла, ходила, гуляла, да и не нахожуся, ходила, гуляла, да и не нахожуся, кого верно люблю, да и не налюблюся, кого верно люблю, да и не налюблюся. Люблю я деву, деву молодую, люблю я деву, деву молодую. Ой, дева молодая, душа моя сердце, ой, дева молодая, душа моя сердце. По двору ходила, коника водила, по двору ходила, коника водила, коня вороного, милого своего, коня вороного, милого своего. Не буду кудри завилиться, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду кудри завивать. Не буду с милым я знакома, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. Ой, Дуся, ой, Маруся, не буду милым называть. 90 песен знаю, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, ой, в один вечер все спою. Ой, Дуся, ой, Маруся, ой, в один вечер все спою. В каждой песне по 3 слова, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, ой, дорогой, тебя люблю. Ой, Дуся, ой, Маруся, ой, дорогой, тебя люблю. Дерзкие казаки, дерзкие казаки, 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 по станице гуляли, по станице гуляли, 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 гуляли. Они девок любили, они девок любили, 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 любили.
подарочек непростой, подарочек непростой, 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 непростой. С руки перстень золотой, с руки перстень золотой, 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 золотой. Дерзкие казаки, дерзкие казаки, 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 казаки. В станице гуляли, в станице гуляли, 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 гуляли. Эй! Роль руководителя коллектива чрезвычайно велика. И когда участники ансамбля не только признают музыкальный авторитет своего руководителя, а уважают его как человека и относятся к нему с искренней любовью, это, несомненно, успех. Стаж работы Лилии Вячеславовны внушительный. За плечами работа в должности художественного руководителя районного дворца культуры города Моздока. Какого вы сказали числа? Хорошо, 3-го, я поняла, в Ардоне, да? В котором часу? В 2 часа. Хорошо, мы подъедем. Заслуженный работник культуры РСО «Алания» Лилия Максимова, коренная моздокчанка. Творчество в ее семье всегда играло незаменимую роль. Ни один праздник, ни одно событие в семье не проходило без музыки. Пели и бабушка, и папа, но лучше всех получалось у мамы. Маленькая Лиля подхватывала все мелодии. Еще в детстве разучила популярные на тот момент советские эстрадные песни, песни из кинофильмов. Ее судьба была предопределена. Не раздумывая, она выбрала училище искусств во Владикавказе. Уходила печаль без остатка, как уходит огонь от воды. Мы с Лилией Максимовой знакомы с 80-го года. Мы поступили с ней в Орджоникидзевское училище искусств, вокальное отделение. Она была мне как сестра все эти годы, пока мы учились вместе. Приезжала ее мама все время, привозила всегда с Казахстана потрясающие сладости, вкусности какие-то. Вечерами после того, как мы уже проходил учебный день, я все это подъедал у нее. Вот. Мы могли, на 4-м этаже у нас была ленинская комната в общежитии, и мы могли просто до утра с ней болтать об искусстве, о песнях, о творчестве, а потом утром уже идти на занятия. Она безумно талантливая, она очень хорошая, потрясающая певица. После училища Лиля уехала в Казахстан, работала в филармонии, затем переехала в Краснодарский край. Заочно закончила еще и Краснодарский институт культуры по специальности менеджер социально-культурной деятельности. Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня. Ходите с кукушкой, что-то очень-очень доброе поют. Встречайте государственный ансамбль «Казаки Терека». Всегда она была организатор каких-нибудь мероприятий. Вот, очень она была энергичная. И сейчас, я думаю, что именно благодаря вот этой энергии, вот этот казачий хор, он и существует. Потому что найти спонсоров сейчас очень трудно. Вот. И я думаю, что вот Лиля очень достойно держит, так сказать, все это удар времени и создала отличный коллектив. Лилия Вячеславовна меня пригласила
в этот коллектив, работать с самого первого дня, когда набирала вот штат себе. Я работала в школе искусств, я преподаватель. И это для меня было что-то новенькое. И она сказала: не переживай, мы вместе справимся. Вот она замечательный руководитель. Вот, я считаю, что ее большая заслуга в том, что наш коллектив так, я считаю, успешный. Лиля, как среднее звено, это всегда руководитель, который между молотом и наковальней, что называется. А Лиля набрала молодежь, и это очень здорово, что молодежи передается вот эта любовь к старинной казачьей песне. Вот это очень хорошо. И я хочу ей пожелать здоровья и успехов на этом поприще. Огромных творческих успехов тебе и твоему коллективу. Как говорится, ты и в горящую избу войдешь, и коня с какого остановишь. В общем, удачи тебе во всем. Знай, что у тебя всегда есть, как ты меня называла, Фил всю жизнь. Я тебя Лилек. Лиля, расскажите нам про ваших старших, про бабушку вашу, музыкальную. У меня пела все время моя мамочка, Любовь Николаевна, которая убирала, стирала, готовила, вешала белье, что-то еще там. Даже если, когда она нервничала, она все время пела. И я это слышала. У меня очень хорошо пел мой отец. Вячеслав Петрович тоже очень хорошо пел. И песни, которые они исполняли, они, в общем-то, у меня вот с детства, наверное, вот как бы запали в душу мне. Вот. У меня хорошо пели бабушка и дедушка со стороны отца, со стороны Максимовых. Вот. Они пели очень такие интересные песни. И бабушка моя могла даже петь, сразу подстраивать голос, петь терцию. Они играли еще, значит, бабушка играла даже на гитаре, могла играть. В общем, и отец играл на балалайке. То есть вот такая была семья. Ну и со стороны мамы тоже. Бабушка Екатерина Михайловна тоже, вот она тоже пела песни, очень интересные, ну и армянские песни были, звучали, вот, и было очень красиво, и все пели очень чисто. Вот не было такого, чтобы как бы там кто-то пел вне тональности. Я хочу сказать, что пели все. Поэтому не связать свою жизнь с песней было невозможно. Да. И вот первая песня, которая прославила вас, это «Крейсер Аврора», да? Еще в школе пели. Кто тебе снится, крейсер Аврора, в час, когда утро встает над Невой. Ой, здорово. Вот такое было. Вот вы в школе и потом после школы тоже больше пели эстрадные песни, да? А почему тогда выбрали, когда поступали в училище, академический вокал? Я первоначально даже хотела поступать в Санкт-Петербург. Вот эстрадное там было училище. Но так получилось, что мы, значит, пытались туда дозвониться, там что-то с пропиской было, что-то такое. И мы, в общем-то, не попали туда. Но я поехала тогда поступать во Владикавказ, вот, в училище искусств. И поступила вот на отделение академический вокал. Конечно, для меня очень было многое в новинку. Я очень благодарна своим педагогам. Это Бацазова Светлана Александровна. Ну, это ныне покойная Хистанова Нелли Ильинична. Я была их ученицей, училась у них. Однокурсники у вас, как мы узнали из сюжета, тоже известные люди. Был отбор большой. И нас поступило всего 3 человека. Я хочу сказать, я даже помню, это Елена Митенева тогда, я не знаю, правда, где она сейчас находится, вот, Феликс Царикаев. Мы все вместе дружили всегда, все собирались вместе и точно так же пели песни, которые в то время звучали. Ну, в то время очень много красивых песен звучало в эфире. Я знаю, что у Феликса Царикаева в репертуаре тоже очень много военных песен, очень много песен советской эпохи, скажем так. Лиля, потом у вас были годы работы в Казахстане. Вы в филармонии работали, да? Да. Вот тоже интересно, очень расскажите нам. Значит, после окончания училища искусств, значит, у меня был вызов, и я поехала в Казахстан. В общем, там была, ну, тогда это город был Шевченко, и я там работала в Шевченковской филармонии.
У меня были гастроли также. Я выступала, в общем, с коллективом, который, ну, тогда назывался вокально-инструментальный коллектив. Ну, тоже там пришлось поездить. И так получилось, что меня занесло, можно сказать, в Краснодарский край. Кто бы знал, что это так неспроста. Вот тогда, значит, и после Шевченковской филармонии я работала еще и в Карачаево-Черкесии, вот так вот было, да. И, ну и вот и с гастролями мы выезжали вот и в Краснодарский край. И тогда я, между прочим, впервые услышала вот это слово «балачка». Я понятия даже не имела, что это такое, а оказывается, это вот потом вот по работе пришлось мне с этим столкнуться. Это смешение как раз-таки, ну, это диалект, смешение украинского языка и русского. И вот они там, они не разговаривают, они балакают. И так получилось, вот это вот, наверное, все же не все, что это делается, наверное, сверху было известно, чтобы вот так я потом пришла в казачество. Казачество. Ну, и я еще знаю, что вы очень долго работали с детьми. У вас было много учеников, маленьких детишек, и в районном дворце культуры вы с ними занимались. И когда вы уже с ними песни разные, да, разучивали, вот вы к народной казачьей вот так и пришли, да? Да, я хочу сказать, что у меня была такая и студия, и был такой вот чем кружок, где я занималась. Это уже потом, вернувшись из Казахстана, мы переехали вновь в наш город Моздок, и я пришла работать в районный дворец культуры и занималась вот именно обучением детей вокалу. Очень большое количество у меня детей. Могу просто вот сказать о том, что неспроста я занималась уже этим делом, потому что многие мои ученики пошли по моим стопам и стали профессиональными певцами. Вот. И была у меня одна такая девочка, которая очень хотела петь и хотела петь эстраду. Но почему-то у нее не получалось. И вот, ну, а видно, что очень хотелось. И в конце концов я взяла и попробовала, чтобы она спела народные песни. Вот так получилось. И у нее сразу все открылось. Вот так потихоньку начала я заниматься народными песнями. Я хочу сказать, что таких детей всегда бывает мало. Вот. Но могу сказать, что эти ученицы мои, они пошли вот именно в этом направлении и стали народницами. Горжусь своей ученицей одной. Очень. Это Паневкина Кристина. Она поступила именно там в Краснодарское училище искусств. Она закончила его с красным дипломом и поступила потом в консерваторию. Вот. И я знаю, что она работала вот в филармонии имени Пономаренко, в таком же казачьем коллективе. И вот были программы, которые я смотрела и видела свою Кристину. Лиль, я знаю, что у вас очень активная концертная деятельность с ансамблем «Казаки Терека». Какие у вас планы на будущее? Расскажите. Вот планы у меня такие. Я бы с большим удовольствием приехала в нашу родную столицу и пригласила бы вот всех любителей казачьей песни на наш сольный концерт. Я сейчас работаю в этом направлении, и я думаю, что люди, которые заинтересованы вот в том, чтобы этот концерт состоялся, мне помогут. Я думаю, что мы все будем аплодировать государственному ансамблю «Казаки Терека». Очень интересно с вами, конечно, беседовать, но я предлагаю, чтобы вы нам сегодня красивую песню подарили нашим зрителям. И какую песню вы нам исполните? Я хочу сказать так. Ну, поскольку мы из Моздока, я думаю, что будет приятно и зрителям, и слушателям нашим, вот, и моздокчанам, и тем, кто будет смотреть эту передачу. Такой привет из Моздока. Я хочу исполнить песню, которая довольно популярна была. Ее написал слова Сергея Хугаева, музыка Валерия Сокурова. Называется она «Моздокский вальс». Гуляет в поле ветерок, шумит.
Песня всегда сопровождала казака в течение всей его жизни. Переходя из уст в уста, из поколения в поколение, казачья песня соединяет сердца и души людей, отдаленных друг от друга сотнями лет, создавая таким образом духовное единство прошлого, настоящего и будущего. Ни пуля, ни беда не выбьют из седла. Выступление коллектива государственного ансамбля «Казаки Терека» – это зажигательное и яркое зрелище с танцевальными номерами и трюками. Концерты, городские праздники и разные торжества уже не обходятся без этих самобытных артистов. У ансамбля есть необходимая репетиционная база при районном дворце культуры. Наш хореографический класс. Коллектив совершенствуется, развивает хореографическое мастерство. Танцевальными постановками занимается опытный балетмейстер Наталья Ломакина. Здесь они занимаются уже на протяжении, с Натальей Михайловной 6 лет. Вот 6 лет мы в этом кабинете, мы его привели в порядок, и вот они вот здесь вот занимаются. Сейчас вот они, разминка у них, поклон, разные композиции, которые предназначены для того, чтобы наши артисты чувствовали себя очень свободно на сцене. В копилке ансамбля много достижений, наград, грамот, благодарственных писем. Но главной заслугой артисты считают любовь и признание зрителей. Это результат нашей работы и наших поездок. Ростов-на-Дону – это Элиста. Это подарок от казахского коллектива танцевального. В общем, да. Почему он мне так еще был памятен и приятен, вот и это, да, вот этот подарок? Потому что одно время я проживала сама в Казахстане. Здесь очень много книг. Это Захарченко книга, это был подарок такой нам, вот они, это песни, да, вот кубанские песни. И много, в общем, таких памятных книг. Храним такие вот сувениры с трепетом, потому что вот было нам подарено в Доме престарелых, да, «Забота», Владикавказ вот так вот нам подарил. Очень красиво все в нашем, так сказать, стиле. А эти подарки, это было, по-моему, подарены нам из Краснодарского края, приезжал к нам коллектив. Это вот так, или казак и казачка. Вот так стилизованно все это сделано. Эти шарфы нам подарили в Калмыкии. Они очень гостеприимный народ, и когда вот мы только подъезжаем к их столице, мы в Элисту всегда выезжаем, нас встречает делегация, которая, встречая нас, надевает нам вот этот шарф вот так и угощает нас пиалой с чаем калмыцким. И когда я поинтересовалась, что это означает, что нас встречают с чистыми помыслами, желают нам доброй дороги. И вот таких шарфов у нас уже достаточно много. У нас есть один такой номер танцевальный, песенный, называется «Хлеб да соль». Из этих рушников вот такие, они танцевали с такими рушниками, а потом, значит, когда там в финале уже танец заканчивался, переворачивали вот так рушники, все это было продумано. И, значит, тут были буквы, и было так вырисовано «Казаки Терека». Но это мы используем для встречи наших гостей, вот такие. Это подарок на 5-летие нашему коллективу, это подарок от нашего режиссера Людмилы Склеровой, которая вот тоже является поклонницей нашего творчества. И вот такая вот казачка и с такими обязательно фруктами. Вот и тыква здесь, и в общем, все казачье такое здесь. Намерение вырастить достойных преемников ради сохранения пропаганды казачьей культуры воплотилось в создании детского коллектива «Терские казачата». Терские казачата, и мы там приглашаем детей маленьких и разных возрастов, в общем, растим их. Ну вот уже сколько лет мы работаем, мы везде выступаем. Казаки Терека, вы в такой великолепной форме, но из сюжета мы узнали, чтобы быть в такой отличной форме,
приходится попотеть. Ну да. Наталья Михайловна, мы видели, как вы очень серьезно подходите к вашему делу. Вот вы раньше работали, да и сейчас работаете с детьми, да, преимущественно. А вот вы когда пришли в ансамбль, вот каково вам было? Ой, честно Тяжело говоря, было, да, вначале? тяжеловато было, потому что я предполагала, что будет несколько другой труд. А пришлось начинать все сначала. Все сначала, учились основам. Но мне это очень нравится. Я сама когда-то в студенческие годы танцевала. Да, вы творческий человек, Да. и подошли к этому в тоже хоре. творчески. Вот. И поэтому как бы мы начали, все, как скажем, главное терпение. Терпение, труд, и все у нас получится. Ребята, в принципе, все, как сказать, никогда не занимались, но они очень такие... с желанием к этому отнеслись, потому что это наша работа, и они понимают, что без этого развития не будет. Юра, ну, как вам занятия хореографии? С занятием я очень доволен. Я узнал многое, потому что никогда не танцевал. Спасибо Наталье Михайловне, что научила даже движениям каким-то, Да, а то вот были я смотрела, скованы вот и все все. движения так четко выполняете. Да, стараемся. Ир, мы тогда, когда приезжали в Моздок, мы были и на занятиях по вокалу, и по хореографии. Вот вам какие больше по душе? Мне все нравится. Хореография поддерживает форму, как бы это тоже труд. Спасибо да. Наталье Михайловне. Хор тоже, без него никак не обойтись. Одно без другого никак не может. Все взаимосвязано. Ира, вот я обращаюсь теперь к нашей миниатюрной участнице ансамбля. Ир, вот я всегда вижу, с каким восторгом вас принимает зритель. Это эмоционально что же отражается потом на выступлениях? Конечно, да. Вот легче же, да, выступать бывает потом? Да. Вот я знаю, что вы тоже с первых дней, да, в ансамбле? Да, я с самого основания ансамбля «Казаки Терека». Вот, я как раз закончила Владикавказский педагогический колледж, и Максимова Лилия Вячеславовна мне предложила работать с ней в ансамбле. И я очень рада, что мне поступило такое предложение, очень рада, что появилась такая возможность петь казачьи песни, танцевать. А степь широкая, а степь бескрайняя, А в той степи гулял казак, как вольный ветерок, проскачет над миром, разгонит пыль, завидев чужака, как вольный ветерок, проскачет над миром, разгонит пыль, завидев чужака. Ну вот пришла беда, пришла в тот день война, его в дорогу позвала винтовка добрая, да шашка батькина, гуляй, казак, руби с плеча. Винтовка добрая, да шашка батькина, гуляй, казак, руби с плеча. воля, волюшка, казачья долюшка. Догнал
Давайте поговорим о казачьей песне. Я знаю, что у вас, вы все коренные, так сказать, представители Моздокского района, и у вас так или иначе все-таки ваши старшие были связаны с казаками, да? Вот я знаю, что у Юры потомственные казаки, да? Есть в роду, да, потомственные казаки. Родился я в станице Павлодольской. Это Моздокский район. Угу. Отец мой с Красноярского края. Угу. Прабабушка моя с хутора Зайцева, Ставропольский край. Угу. Дед с Дону, как я говорю, с Ростовской области. И вот так все перепутались. И я стал терским казаком. Почетно несете это звание, да? Да. Юр, а вот у вас кто пел из вот ваших старших? В роду у нас пела прабабушка в основном. Дед тоже когда-никогда подпевал ей. И вот так пошло. Песни слышались во дворе всегда. Да, а вот Ира говорит, что папа замечательно пел, да? Колыбельные даже пел, да? Мы выросли на его песнях. Он нас, детей, как убаюкивал. И пошли внуки, также и внуков, тоже колыбельные им пел. Купалинка, купалинка, темная ночка, темная ночка, где же твоя дочка? Очень трогательно, очень. Я еще узнала, что вы давали уже концерты нашим солдатам в военном госпитале. Да. Ир, расскажите нам про это. Как солдаты казачью песню воспринимают? Солдаты, смотрели очень внимательно, им понравилось. Принимали нас. Они с вами пели? Да, кто-то пел, кто-то просто смотрел. Все снимали, да? Да, снимали. Да, это здорово. Но мы постарались подобрать такую интересную программу, чтобы, не только о печальном, но чтобы их приободрить. Да, это очень важно. Да. Однажды, вот даже летом я свой коллектив тоже брала, и разнообразили и танцами, и песнями. Очень здорово получилось. Потому что их подбодрить хорошо, но им, дух поддержать, но и в то же время они же все-таки в госпитале. Только о позитивном, о хорошем. А вот мне интересно, каждый концерт – это все-таки ответственность, да, большая? И бывает так, что, допустим, какое-то движение забыли или там слова забыли. Вот расскажите нам какие-то такие случаи. Или с Натальей Михайловной невозможно, да, движение забыть? Да бывает всякое. Вообще я слышала, что вы здорово выручаете на концертах, да? Вы сами, когда надо, бывает, переодеваетесь. Да, бывает. Бывает такое, конечно. У нас, например, одна артистка хора сейчас в декрете. Иногда приходится вставать на ее место, поддержать коллектив. Стараемся, конечно, потому что все равно вокал – это основной вид деятельности у них, но хореография всегда украшает. Поэтому, если что-то где-то забывается, это понятно, что все живые люди имеют право на ошибку. Да. Стараемся как-то вырулить. Уже я вижу, уровень у нас достаточно высокий. Я вижу прогресс у ребят, они но вообще у вас добились. Репертуар с каждым годом тоже все больше и больше. Вот можете похвалиться, что у нас уже в репертуаре столько-то песен. Около 200 песен. Около 200 песен, да. Здорово. И кубанские, терские. И, наверное, они перестали. Где-то у вас кавказские тоже идут, да, такие? Да. Терские, да, да, казачье направление, это же здесь все национальности переплелись. И кабардинцы, и осетины, и чеченцы. И вот что-то они почерпали друг от друга. Ну вот мне кажется, этим и подкупает подкупаете зрителя, да, потому что у вас бывает своя программа, да, допустим, у донских казаков, да, там уже совсем другой репертуар. Хотя донские к нам ближе всего по темпераменту, по манере. Вот именно донские казаки к нам ближе. Да, или мы к ним ближе, да. Да, вот Юра в себе объединил, да? Да. И донских, и терских казаков. Близко.
Да, здорово. Ну, зритель наш с нетерпением ждет вновь выступления наших замечательных артистов и приглашаем на сцену. Спасибо. А вам мы желаем творческих успехов и приезжайте к нам чаще. Будем С радостью. рады. Спасибо. Туман-яром при долине, так широкой, над Калининкой еще шире над Дубовку, понял голубь голубовку, понял свою не чужую девчоночку молодую, девчоночка муку сеяла, на калачики натирала, калачики натирала, да стариченьку отсылала, как живет Ваня, мил дружочек, ковалечек. Концерт ансамбля «Казаки Терека» – это всегда праздник. После восторженных аплодисментов зрителей становится ясно, что и зрителей, и артистов объединяет искренняя любовь к казачьей песне. Новых творческих успехов желаем сплоченному коллективу казаков Терека, а вам, дорогие зрители, мы говорим до новых встреч! В темном переулке ребята идут, гармошку играют, Марусеньку ведут. Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-да-ра-ра, в гармошку играют, Марусеньку ведут. Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-да-ра-ра, в гармошку играют, Марусеньку ведут. Ой, Марусь, Марусенька, коротенький стаям, кто ж тебя полюбит, когда я перестану, да-да-да. Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-да-ра-ра, кто ж меня полюбит, когда ты перестань? Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-да-ра-ра, кто ж тебя полюбит, когда я перестану? Зачем я женился, зачем мне жена? У моей соседушки карие глаза, да-да-да. Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-да-ра-ра, у моей соседушки карие глаза. Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-да-ра-ра, у моей соседушки карие
карие глаза. Зачем я женился, зачем дуру брал, да и лучше бы обвенчался, с которой гулял. Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-ра-ра-ра, лучше бы обвенчался, с которой гулял. Ой-ра, ой-ра-ра-ра, ой-ра, да-ри-ра-ра-ра, лучше бы обвенчался, с которой гулял. Елочка зеленая, не кали бока, зачем я влюбилась в такого дурака? Ой,